Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Якутии эффективно действует трехступенчатая система оказания помощи больным, получившим тяжелые увечья. Рядом с крупными автодорогами организованы травмоцентры третьего уровня. Туда попадают все пострадавшие в ДТП. Наиболее тяжелых пациентов доставляют в Якутск в травмоцентры первого уровня. У нас в гостях Анатолий Горохов, руководитель травмоцентром Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, главный внештатный травматолог Минздрава Республики. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, сколько человек в год проходит лечение через центр первого уровня, да, и с какими увечьями больше всего поступают? На сегодня у нас травмоцентров первого уровня есть два. Это для детей РБ номер 1 Национальный центр медицины, для взрослых РБ номер 2 это непосредственно наша больница. Да? Ну, через нашу больницу взрослое население где-то около 10 тысяч пострадавших проходит ежегодно лечение. Помимо них еще лечатся заболеваниями и последствиями травмы и заболевания опорно-двигательной системы. Многих жителей республики также волнует вопрос об эндопротезировании. Да? Кому эта операция показана и как же встать в очередь, самое главное? Ну, эндопротезирование в настоящее время заболевание суставов стало бичем нашего времени. Да? Очень ежегодно, с каждым годом увеличивается количество страдающих заболеваний опорно-двигательной системы, непосредственно суставов. Да? Ну, у нас делается эндопротезирование коленного сустава и тазобедренного сустава. Почему так много становится? Потому что у нас все-таки продолжительность жизни увеличивается и активность людей старшего возраста увеличивается. То есть люди хотят жить активно, двигаться. В очередь у нас есть два направления лечения на эндопротезирование. Одна – это в республиканской больнице, часть лечится в клинике имени профессора. Кроме того, есть эндопротезирование за пределами республики. Это в национальных исследовательских центрах, то есть институтах центральных регионов. Туда мы направляем особо сложные случаи, это во-первых. Во-вторых, у нас все-таки существует право выбора за больным, куда ехать, лечиться, оперироваться здесь или за пределы республики. То есть по желанию больного либо мы направляем за счет республики за пределы, либо сюда. Ну, становится в очередь, это обращается в поликлинику к себе. Если есть травматолог, врачу травматологу, если нет, то врачу-хирургу. Они непосредственно этот механизм все поликлиники знают, подготавливают документы, и соответствующие документы направляют на комиссию Минздрава, куда данный пациент будет направлен и какой вид операции ему будет показан. То есть все через врачей? Да, все через поликлинику, по месту жительства. Они как бы делают первичный отбор, направляют к нам документы данного пациента, а мы уже делаем отбор, показано ли данному пациенту эндопротезирование, либо нужна другая операция, направить ли его за пределы республики или все же оперировать у нас в республике. Но также мы часто стали слышать, что молодым, да, из-за артроза назначают уколы. Означает ли это, что болезнь суставов молодеет? Ну, болезнь суставов, не сказать, что молодеет, да, но все-таки люди стали больше следить за своим здоровьем. Когда раньше у нас все-таки обращались с заболеваниями суставов на стадии 3-4, когда уже ходить становилось трудно, боли были очень сильные, да, и люди вынуждены были обращаться к врачам. И начинать лечение только на 3-4 стадии, это, в принципе, можно сказать, запущенные случаи, когда уже вопрос стоит об оперативном лечении. Настоящее молодое поколение все-таки следит за своим здоровьем более, да, начинает обращаться на ранних стадиях, активно занимается спортом и на ранних стадиях обращается к специалистам. И поэтому все-таки распространено сейчас начинать лечение более в раннем возрасте, что я считаю, в принципе, правильным, не доводя уже до самого эндопротезирования. То есть уколы – это как профилактика даже, можно сказать? Укол – это лечение на ранних стадиях заболевания, на первых, второй степени, на которой можно, в принципе, остановить заболевание и протянуть его, чтобы всю жизнь прожить со своим суставом, а не надеяться на эндопротезирование. Вот на что. А могут ли болезни сустава влиять на перенесенные инфекционные болезни? То есть из-за этого осложнения? Да, в частности, конечно, влияет. Например, все ревматоидные заболевания, основные заболевания, которые поражают сустав, это следствие
нашей танзелита, хронические, да, ангины попросту. Ну, говорят, что это как будто простое заболевание в народе считается, чуть ли не как у каждого второго, а она непосредственно является причиной поражения суставов, например. Например, вот коронавирусная инфекция, которая у нас прошла, вот, не помните, недавно тоже принесла большие последствия. Она вызывает поражение суставов вследствие закупорки мелких суставов. И как раз-то вот коронавирусные заболевания, они повлияли на возраст. Люди молодого возраста резко начинают страдать заболеваниями суставов вследствие вот этой закупорки мелких сосудов. Ну, кроме того, и заболевания, передающиеся половым путем, тоже поражают суставы. Есть очень такие коварные заболевания, как хламидиоз, например, да, который протекает скрытно, и кроме того, что поражает мочеполовую систему, она поражает еще и суставы. Поэтому есть такая тенденция, что все-таки инфекционное заболевание имеет большую роль в данной проблеме. А какие меры профилактики имеются? Ну, меры профилактики отсюда и вытекает, да, например, ревматоидные заболевания – это все-таки постоянная санация хронических очагов. Хронические очаги – это у нас все-таки танзелиты, те же танзелиты, обычные банальные кариесы, то есть наличие носительства стафилококковой инфекции в организме может вызвать потом аутоиммунные заболевания. Это заболевания, которые непосредственно поражают сустав. То есть банальный поход к стоматологу – это уже является профилактикой заболеваний сустава. То есть санируем все время кариесы, здоровые зубы, здоровые горло – это уже профилактика. Да? Плюс профилактике нужно у нас, например, учитывая наш менталитет и наше питание местное, да, есть такая грозная причина повреждения суставов – это повышение мочевой кислоты, называется. Она вызывается вследствие питания мясом, например. То есть это как бы местное население у нас все-таки мясное, белковое питание. Оно может вызвать повышение этой именно мочевой кислоты. То есть контроль вот этого, например, мочевой кислоты в организме может привести к тому, что человек заранее сможет избежать заболеваний сустава и от таких грозных последствий, как эндопротезирование, оперирование. Да. Ну и, конечно, третье – это травмы. Часть причин, которые поражают суставы, это все-таки травмы, спортивные травмы, в быту травмы. То есть избегаем травм, следим за собой, правильно одеваемся, правильная обувь по сезону. Если занимаемся спортом, то занимаемся умело, с подходом, с инструктором, да, с хорошей экипировкой, в хороших условиях. И это все является как бы профилактикой повреждения суставов и в дальнейшем и помогает избегать таких осложнений. Я еще слышала, что переохлаждение, да, вот наш климат тоже влияет, Да, правда ли это? вы правильно подчеркнули, это, наверное, один из основных причин повреждения суставов, да. Постоянное переохлаждение, не такое острое, чтобы там за раз там чуть ли не отморозил, да, а постоянно хронически там мерзнуть на остановках, мерзнуть там, может мерзнуть, вызывает все-таки заболевания суставов. Поэтому одеваться по погоде – это всегда как бы идет как профилактика сама этих заболеваний суставов. Ну и вот я думаю, всем зрителям и мне самой будет очень интересно вот немножко поподробнее о питании, да, вот вы сказали, нужно немного минимизировать мясо, да, вот этот наш такой вот, именно в Якутии такое случается, да, но как, если так в цифрах, да, возьмем промежуток неделю, сколько раз в неделю нужно употреблять мясо и, может, какие-то другие продукты, которые… Мясо все-таки у нас генетический уровень играет роль. Например, у местного населения, да, например, хоть 5 раз в неделю кушаем мясо, уровень мочевой кислоты он держится в норме, потому что у нас генетически заложено, что наши прадеды, прапрадеды именно питались только мясом. Да? Например, население, которое все-таки более молодое и приезжее здесь, которое первое поколение, второе поколение проживает в нашем регионе, но при этом оно любит нашу местную кухню, да? Питается активно мясом, жеребятиной, говядиной. Каждый день у них бывает повышение мочевой кислоты. То есть тут подход индивидуальный, тут нужно просто контролировать. Один раз в год, например, просто сдать мочевую кислоту, эту проверяться, да?
И, в принципе, можно, учитывая на него, подбирать свой рацион, свою диету. Если держится в норме, и вы кушаете каждый день мясо, пожалуйста, можно есть его каждый день. Если она повысилась, надо сперва сесть на диету, то есть перейти на белое мясо, мясо курицы, рыбу, уменьшить количество любимой жеребятины и посмотреть, снизится ли эта мочевая кислота или будет держать. Если она все-таки держится на высоких уровнях, уже приходится подходить к лекарственным средствам, которые уменьшают. Но это крайние меры уже. Да, а вот еще тоже очень интересно насчет физических нагрузок. Да? В последнее время у нас прям бум марафонов, все начали бегать, приседать, активно заниматься. Это может как-то повлиять? Ну, по моим клиническим, по своей профессии и наблюдениям, да, активный образ жизни, конечно, вызывает только положительные эффекты для здоровья. Но нужно подходить с умом. Вот, например, люди уже, так сказать, не молодые, да, 40, уже средних возрастов, 45-50 лет, вдруг решают становиться кроссфитером активным, да, идут активно заниматься. Тут нужен очень индивидуальный подход. Надо понимать, что все-таки спорт, есть понятие спорта, есть понятие физкультура. Надо заниматься физкультурой. Физкультура – это полезно для здоровья. То есть она для себя, не для результатов, не для километров, не для минут, а для своего здоровья очень полезно. А спорт – это уже то, что требует как бы излишних нагрузок и выкладываться в полную мощь своего организма. То есть если мы занимаемся спортом, мы должны заниматься с раннего молодого возраста, чтобы организм все-таки привыкал всю жизнь к такому темпу, ритму жизни, да? Ну да, действительно. А не так, чтобы тебе 45 лет, и ты вдруг решил марафон бегать и без остановки. Это, наоборот, может повлиять отрицательно. Ну и вот нам известно, что на следующей неделе в Якутии состоится съезд травматологов ДФО. Какие актуальные вопросы будут обсуждаться? Да, вот у нас намечается очень крупное событие, можно сказать, беспрецедентное количество гостей, травматологов нам собирается. Это будет 8-й съезд травматологов Дальнего Восточного федерального округа, который у нас по количеству участников стал всероссийским и даже международным, можно сказать. Вопросы будут самые актуальные, в том числе эндопротезирование, гнойные осложнения, острые травмы, все актуальнейшие вопросы. Будут сессии по действенной травме, будет сессия по травме позвоночника, будет общая сессия, где будут общие вопросы обсуждаться. Намечается очень интересный такой съезд, который мы все с нетерпением ждем и готовимся. Ну что ж, Анатолий Николаевич, спасибо вам большое, что вы пришли и ответили на наши вопросы. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.